разрешите поздравить вас с замечательным праздником Днем народного единства. День народного единства – российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Баганского освободили Москву от польских интервентов, показав при этом образец героизма и сплоченности всего народа. Этот день нам напоминает, как в 1612 году россияне разных веры и национальностей привели страну к стабильному гражданскому миру. С этим прекрасным праздником мы представляем вам концертную программу «Первые шаги на пути к театру» детской музыкальной театральной студии «Тускол». Свои занятия по актерскому мастерству. Режиссер Антон Ботаков, педагог по вокалу Лариса Тароева, педагог по пластике Анастасия Малова, руководитель студии Вера Ефремова. А играют и поют для вас юные артисты студии «Тускол». Приятного просмотра! Спасибо! Thank you.
печали ни о чем. Забыв про возраст, неудачи, стремимся мы в чужую жизнь. И от чужого горя плачем, с чужим успехом рвемся ввысь. В спектаклях жизнь как на ладони, и все раскроется в конце. Кто был злодеем, кто героем с ужасной маской на лице. И разве может быть иначе? В спектакле жизнь всегда права.
сердец расплавляется лед, и чудо рождается здесь с третьим звонком. Театр, здесь искусство воедино сплелись. Театр, здесь мечта и реальность слились. Театр, здесь все помыслы тянутся ввысь, и чудо рождается здесь с третьим звонком. Как я старый дурак, выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести мошенников над мошенником. Обманывал трейдера и плута, таких, что весь свет готов был обворовать. Привел губернатора. Что губернатор? Ничего и говорить про губернатора. Обучился? Кукиш маслом, вот тебе обучился. Лезь мне в глаза со своим обручением. Вот, смотрите, весь мир, все христианство, смотрите. Это дурачный городничий. Эй ты, толстоносый, сосуль, тряпку принял за важного человека. Вон теперь по дороге взрывает колокольчик. Всю историю разнесет по свету. Ой, мало того, что найдется щелкопер, бумага, марака, так и в комедию тебя вставит. Вот что обидно. Чина, звание не пощадит. И все будут скалить зубы и бить в ладоши. Чего смеетесь? Над собой смеетесь. Эх вы, я бы этих бумага марак. Либералы против. Чёртова семя. Я бы вас всех с узлом бы завязал. Муку бы стер. Так чёртов подкладку, шапку. Туды ему, туды. Я до сих пор не могу прийти в себя. Мало того, что Бог покажет, еще и разум отберет. И что вы нашли в этом мужике ревизора? Вы ни на пол мизинца, ни на одну капельку не похожи. Вы ревизор. Вы кто это первый? Отвечайте. Монолог городничего из пьесы Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Во вселенной нет такой планеты, где столько смелости и любви, и риск не требует ответа. Опасность, боль, здесь это просто
пронзил века, пространство и время, чтоб править бал и миром управлять. Там запах слез и счастья, и страданий, там боль и страх, рыдание и смех. Там, затаив волнение, дыхание, по праву ждет заслуженный успех. Оваций бурных, верная награда за тяжкий труд, за пот и кровь порой, за жизнь и смерть, от рая и до ада. Отмечен путь блистательной игрой. Театр, мой мир, ведя в свои покои, свой храм добра, надежды и любви, от груза дней прошедших успокоит и от недуга будней исцелит. Люблю театр, храм искусств, причудливо хитросплетение, и смена всех оттенков чувств и мимолета настроений. Заставите переживать блестящие игры актеров и о сюжете размышлять в пылу баталий жарких споров. От плевела отделив зерно среди ролей и декораций, и в душе прорастет оно, как истина среди оваций.